Сегодняшний вечер мы назвали «Простые истории». Хотя это настолько непростые, сложные судьбы, что порой задавая себе вопрос, а смог ли бы ты вот так же с таким мужеством и достоинством пережить все это, не можешь найти однозначный ответ. И отдавая дань уважения, силе и стойкости духа каждого нашего героя, мы сегодня вручаем им наши памятные символы. Идея проведения подобного чествования принадлежит группе талантливых людей. Это сотрудницы Министерства внешних связей, национальной политики, печати и информации Малкан Белалова и Айна Вышигурова. Продюсер из Питера Тамара Кислицына. Народный артист Чеченской Республики Хошбауды Исраилов. Сотрудники Комитета правительства Чеченской Республики по делам молодежи Магомед Бесултанов и Элиса Исаева. Есть такая русская пословица: «На миру и смерть красна». Да, совершить подвиг непросто, но его можно одним каким-то актом совершить. А есть люди, которые каждый день, каждую минуту совершают свой подвиг, преодолевая трудности. При этом не просят, не ропщут, не унижаются. Они самые богатые люди, это достойные люди. И вторая цель, вторая и главная цель, чтобы эти люди почувствовали, что они замечены, что они вызывают уважение, что общество их поддерживает. В тот вечер чествовали человеческую стойкость и присутствие духа. Все, кто стал героями вечера, люди нелегкой судьбы, на долю которых выпало немало испытаний. Но они с честью несут свой крест, не роняя собственного достоинства, не жалуясь и ни о чем не прося. Эта благотворительность была с их стороны. Эта благотворительность была для нас, не для них. Мы увидели, какими стойкими могут быть люди при разных жизненных ситуациях, с каким мужеством они себя, действительно с мужеством и достоинством несут. Самое главное, творческая группа не ставила своей задачей что-то дарить своим героям. Главная задача была в том, чтобы воздать должное стойкости духа этих людей. Именно неувидаемую тягу к жизни символизировал почетный символ «Зеленый листок». И знаете, что меня поразило? Вот эти люди, они, как вам сказать, в них было вот столько, знаете, внутреннего какого-то вот чувства достоинства, собственного достоинства, что они, в общем-то, не нуждались в каком-то, знаете, милосердии или жалости. Иногда мне было как-то даже неловко говорить, вот мы пришли к вам, вот, чтобы снять фильм, чтобы вам помочь, и, в общем-то, как-то, ну, со всеми последствиями. Игроки команды футболистов-ампутантов Ламан Аз, 88-летний ветеран войны и первый капитан Грозненского футбольного клуба «Динамо» Юрий Погуляев, инвалид детства, художник Руслан Аюбов, семья погибшего милиционера Кюри Тепсуева и больной детским церебральным параличом Рамзан Цугаев, изо всех сил стремящийся быть полезным обществу. Все они являли пример человеческого достоинства. Операторам, которые проводили фильм, Тамаре, фамилия забыла, огромное спасибо. Когда мы готовили эту программу, мы с Рамзаном довольно долго общались. И ни разу я не услышал, чтобы этот человек жаловался на судьбу или что-то просил. Что благодаря чему я проникся еще большим уважением к нему. Вспоминал свою молодость, которую я начал с 14 лет играть в футбол в команде «Спартак», затем «Динамо», сборной команды нашей республики. Честь Грозного защищал по футболу. Волейбола имеет звание чемпиона России. Тем не менее, находящиеся на вечере большие люди не остались беспристрастными к их судьбам. Министр труда и социального развития Магомед Ахмадов обещал помочь Юрию Погуляеву. А совершенно случайно оказавшиеся на вечере бизнесмены из Словакии вручили сертификат на 50 тысяч одному из инвалидов. Большое вам спасибо за тот вклад, который вы внесли в развитие нашей республики, за тот вклад, который вы действительно от души внесли. Спасибо вам большое. И я просто прям в совещание правительства приехал, я не успел с собой взять свой, от себя подарок. Я лично завтра приеду к вам домой и от нас, от нашего министерства вручу вам подарок отдельно. Сейчас, когда министр труда сказал, что он привезет домой к Юрию Павловичу подарок, Юрий Павлович, я на работе буду. Вот что значит сила характера.
Конечно же, благотворительность Чеченской Республики не исключение, а скорее правило. Чего стоит только деятельность президента Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова. К каждому гражданину республики он относится как к собственному ребенку, а уж инвалиды или малоимущие у него на особом счету. Нынешнее же мероприятие отличалось тем, что здесь награждали уважением. На концерте за кулисами Hiç bağırır, sondaj çar sanki Roma yiyor batır, na ostal diyor batır, çersem odakkan, sökaç, dokumadı dalgerga, nis умаду. А музыкальная программа того вечера была и вовсе уникальной. Специально к вечеру были подготовлены новые песни. «Даймохк» в исполнении Хейда Хамзатовой – не что иное, как знаменитая песня аргонавтов из советского фильма «Золотое руно». Чеченские стихи на музыку, которые написал известный чеченский поэт Абдулхамид Хатуев. Причем в это время он ехал в поезде, и каждый новый куплет пересылал смс-ками. Тамара Адамова разрешила сыграть композицию на гитаре на тему своей известной песни «Нана», а уж юмористический номер исполнения Хошбауди Исраилова и неувядающей Раисы Гичаевой зал наградил овацией. Когда эта идея только задумывалась, авторы не могли и предполагать о том, какой резонанс она вызовет. После вечера в ГТКЗ к ним поступает шквал звонков с благодарностями и просьбой продолжить благородное начинание. Наверное, так оно и будет. Следует отметить, что успешной реализации идеи приложили руку как Комитет правительства по делам молодежи, так и ЧГТРК Грозный, обеспечивавший информационную поддержку, ГТКЗ, совершенно безвозмездно выделивший зал, и магазин «Ламберти», который предоставил не только стиль ведущих, но и отдел заслуженного ветерана Юрия Погуляева, чей самый новый костюм как раз справил свое 40-летие. ملكان شجايات بار دوق تليفون شات بار دي ريش خلشون دي بوق دوق خز كيتر خلدي اسم بيرداتش ويس خلايات خز عدوق ويش دوق حش اويل حش دي بحر بيلخوش отцол передачи ерн мастер Баркал Оршту. Ко мне вчера пришла учительница и попросила ролики. Она говорит, я вот готовлю специальный урок, хочу воспитать наших детей, чтобы они были толерантными, видели горе людей, помогали им. И взяла у меня данные ролики, которые были показаны на мероприятии. Мне очень было приятно, что люди заинтересовались, они думают друг о друге. Иногда складывается впечатление, что человек думает только о себе. Вот данное мероприятие показало, что люди иногда думают и о других. Истории очень необычные. Необычных людях, необычной судьбе. И я бы очень хотела вот пожелать и ГТРК, и комитету вот продолжать вот эту вот работу, не оставлять ее. Это очень благородное, в общем-то, дело, вот рассказывать о людях, ведь им нужно только внимание. Внимание, а ведь это дефицит, огромный дефицит в наше время. Что ж, новый почин сделан. Почин благородный и бескорыстный. Достойного людей узнала вся республика. А народ Чеченской Республики в очередной раз продемонстрировал, что их сердца не ожесточились в горниле двух кровавых войн, и они еще способны сострадать в чужой беде. А значит, все у нас будет хорошо. Их не озлобила собственная боль. Они не прибегли к помощи наркотиков или алкоголя. Отторжение какой-то части общества не сделало их врагами общества, и они не поторопились уйти в невооруженные формирования или куда-либо еще. Пусть их пример жизни станет для вас путеводным во многом. Берите с них пример.